поддержание стабильного уровня развития и зрительского интереса, но и улучшение репертуарной политики. Таковы основные задачи любого театрального коллектива, в том числе Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима, в постоянной афише которого прописались аж 63 спектакля. Это 34 у русской труппы и 29 у башкирской, включая детский репертуар. И 7 из этих постановок случились благодаря грантовой поддержке проекта «Культура малой Родины». О том, как изменилась театральная жизнь республики благодаря федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», наш рассказ. И начинаем наш цикл программ мы с темы «Театры детям». Уважаемая публика, только сегодня и только для вас выступает цирк «Тарантас». Разрешите представить звезд нашего цирка. Миссис Бетси, самая сильная в мире. Поднимает рукой пудовые гири. Наше знакомство с детскими театрами республики начинается в Заурале, где нас ждут в Сибайском детском театре «Сулпан». Напомним, театр детям – одно из значимых направлений наряду с проектами театра малых городов и местный дом культуры, объединенный в 2018 году в один общий федеральный проект «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». С 2017 года 3 театральных коллектива в Башкортостане – это Уфимский национальный молодежный и кукольный, а также детский театр «Сулпан», входящий в состав Сибайского концертно-театрального объединения, получают поддержку по этой программе. Всего с 2017 по 2020 годы в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» сибайцы получили 26 миллионов 763 тысячи 900 рублей. Эти внушительные средства расходовались с учетом творческой, то есть постановочной части – 13 563 600 рублей, а также на укрепление материально-технической базы ушло 13 200 300 рублей. Это и пошив сценических костюмов, изготовление декораций, приобретение автотранспорта для гастрольной деятельности, видеопроекционного оборудования, машинерия, а еще правильный свет, дым, звук, спецэффекты. Ведь в 21 веке современный театр, пусть даже в провинциальном городе, чего, правда, не скажешь о Сибае, считавшемся еще пару-тройку десятилетий назад второй культурной столицей Башкортостана, должен соответствовать всем параметрам зрелищности. С 2017 года в рамках проекта «Культура малой Родины» театра детям выпустили 9 спектаклей. За это время нам выделено было более 26 миллионов. На это средства мы закупили 2 грузопассажирских автобуса и укрепили материальную базу нашего учреждения. И отрадно, что наши артисты уже с 2017 года, можно сказать, выросли на голову. Профессиональные отношения и у них отношение к работе, к своей профессии уже изменилось благодаря «Единой России». И надеемся, что в дальнейшем годы мы будем работать плодотворнее. Тем более, мы думаем, что в этом году мы получим такое прекрасное здание.
И у нас уже появится намного больше возможностей, и мы будем работать еще плодотворнее. Как выглядит грантовая поддержка проекта «Культура малой Родины» в Сибае, знает, пожалуй, каждый юный зритель. Ведь практически все спектакли последних лет, а их в репертуаре детского театра «Сулпан» за 4 года реализации программы «Театры детям» – это 9 постановок, созданы на средства партийного проекта. Первой ласточкой в 2017 году стала московская постановка «Музыкальная сказка в поисках сокровищ или выгодные дельцы» автора Сергея Дмитриева с приглашенными из столицы популярным режиссером Наркас Искандаровой и ее командой. Это художник-сценограф Евгения Шутина, композитор Лариса Казакова и балетмейстер Алена Алиференко. Надо сказать, что ребятишки и их родители под впечатлением от веселых приключений и авантюр всегда радуются встрече с полюбившимися героями выгодного дельца на сцене театра «Сулпан». Окрыленные успехом сибайские театралы в 2018-м замахнулись аж на 3 постановки. Первым делом обратились к башкирской классике Мустаю Кариму. Сибайскую версию «Долгого-долгого детства» Олонодах Баласак представили режиссер Булат Хайбулин и художник-постановщик Карина Сиддикова с музыкальным оформлением Дмитрия Шарафиева. Сказку «Аладдин» в сценической версии Ирины Казаковой поставили режиссер Рустем Хакимов в сотрудничестве с композитором Ришатом Сагитовым, сценограф Даян Тувалев, а художник по костюму Сулпан Азаматова. Еще одна премьера 2019 года – это «Путь Канифы» Канифа Юлы по пьесе драматурга, журналиста Царвар Суриной. На создание спектакля из федерального бюджета было выделено чуть более 1 миллиона рублей, включая республиканский бюджет. Постановку осуществил режиссер из Стерлитамакской башкирской драмы Зиннур Сулейманов в команде с художником Рустемом Баймухаметовым и композитором Ильшатом Яхиным, балетмейстер Сулпан Аскарова. Yerden, havdan yaralgan, evren balağı, başı saf dünyağa, irikli yaşarısı doğan. В 2019 году свет увидели славные сыны отчизны. Музыкальную драму Наиля Каидбаева «Батырларды Данлар и Лимбар» поставил режиссер Национального молодежного театра имени Мустая Карима Рустем Хакимов в творческом тандеме с композитором Нуром Даутовым и балетмейстером Сулпан Аскаровой. Именно благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины» на сцене Сибайского концертно-театрального объединения появилась пронзительная история Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Главная премьера 2019 года в инсценировке Эдуарда Шахова, ныне главного режиссера Русского драматического театра имени Лермонтова в Абакане, Республика Хакасия. Сценографии и костюмы от одного из востребованных российских художников-сценографов, давнего друга башкирских театралов Валерия Ешкулова из Калмыкии. В 2020 году федеральный проект «Культура малой Родины» подарил сибайской публике 3 крупных театральных проекта. В репертуаре детского театра «Сулпан» появились сказки «Чарующий Курай» и «Карлсон», а также мюзикл «Серле Мират. Наследие».
«Тылсымлы Курай», «Чарующий Курай». Инсценировку Дамира Юсупова поставил режиссер Ильсур Казакбаев с приглашенным сценографом Альбертом Нестеровым, дважды лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска». «Чарующий Курай» – это далеко не первая творческая работа маститого художника-сценографа на сцене Сибайского концертно-театрального объединения. В воплощении музыкального спектакля помогали также молодой уфимский композитор Магуля Мизинова и хореограф Ольга Даукаева. Карлсон, отныне любимый герой многих поколений советских детей по мотивам книги шведской писательницы Астрид Линдгрен, Карлсон, который живет на крыше, поселился в театре «Сулпан» или, может, на его крыше. Инсценировку Ангизы Ишбулдиной воплотил режиссер Фергат Гарипов. Мюзикл – один из молодых жанров, успешно осваиваемых на сцене Сибайского концертно-театрального объединения. Поиски творческого тандема сценариста Милеуши Кагармановой, режиссера Сулпан Аскаровой и композитора Ильшата Яхина вылились в музыкальный спектакль «Серлемира. Наследие». Красочности и зрелищности добавили сценограф Альберт Нестеров, известный уфимский дизайнер, художник по костюмам Наталья Степанова. 2020 год для нашего коллектива оказался непростым. В условиях пандемии, конечно, нам было не так уж просто работать и выпускать с приглашенными режиссерами и с приглашенными сценографами. Режиссеры работали из города Москвы, с Оренбурга, с Уфы. В 2020 году мы выпустили 3 спектакля. И в прошлом году мы выпускали совместно с филармонией мюзикл «Батырлар Адамлар Илимбар». И в этом году мы выпустили тоже мюзикл «Серлемира». И это дает нам работать совместно с филармонией и с театром «Сулпан». И мы можем выпускать уже более крупные и богатые проекты. Напомним, детский театр «Сулпан» является частью Сибайского концертно-театрального объединения, куда входит и местная филармония. Потому материальные блага, полученные благодаря участию в федеральном партийном проекте «Культура малой Родины», распространяются и на филармонических артистов. Это и сценические костюмы, современные микрофоны, звуковая и световая аппаратура, видеопроекционное оборудование и многое другое. Непростая эпидемиологическая ситуация в 2020-м внесла свои коррективы в деятельность практически всех учреждений культуры, как и в нашу жизнь тоже. Но юбилейный год празднования 75-летия Великой Победы советского народа над гитлеровским фашизмом никто не отменял. Как нельзя отменить народную память о героическом подвиге наших дедов и прадедов Великой Отечественной. Время не дает нам права забыть ни боевые события с горестями и поражениями, ни имен солдат, отдавших свои жизни во имя победы и нашего с вами мирного будущего. 24 июня, в день исторического парада в Москве 1945 года на Красной площади, в Сибайских дворах под окнами домов ветеранов лилась музыка, звучали фронтовые песни. Так артисты Сибайской филармонии чествовали ныне здравствующих героев Великой Отечественной войны, подарив каждому из них свой личный персональный парад победы.
Ко мне побежал. Он оглянулся, боялся. У войны не детское лицо. Так возможно перефразировать, следуя логике предыдущей книги Светланы Алексеевич, у войны не женское лицо, название поэтической истории о детях, их воспоминания о Великой Отечественной, самой страшной из войн человечества, унесшей жизни 27 миллионов наших соотечественников. Казалось бы, счастье безмерно, когда тебя пощадила война. Но дети войны самые несчастные, ведь у них отобрали детство. А еще им уготована незавидная участь последних свидетелей большого ненавистного зла, сотворенного людьми. Еще несколько дней назад тут была зелень, были цветы, а сейчас... Я боялся смотреть на небо, там было черно от самолетов. И на землю боялся. Везде лежали убитые. Не смотри. Нам всем близка тема войны, а так как на нашей сцене не часто идут спектакли о войне, ну и тут сам Бог велел поставить такой спектакль на нашей сцене. И это очень важно нашему современному зрителю рассказать честно о тех событиях, которые были давным-давно, и зачастую сейчас все это искажается. Когда я открыла глаза, первое, что помню, свет. Яркий свет. Художественно-документальная повесть «Последний свидетель» белорусской писательницы Светланы Алексеевич уже была экранизирована, но на сцене появилась впервые в год празднования 75-летия Великой Победы. Это спектакль «Живи» по пьесе Романа Сванидзе в постановке Башкирского театра «Кукол». Также был создан на средства федерального проекта «Культура малой Родины». Режиссер-постановщик спектакля, актриса и режиссер театра Виктория Щербакова, художник-сценограф Андрей Волков, музыкальное оформление Владислава Саватеева, а видеопроекция от приглашенного художника, режиссера анимации из Санкт-Петербурга Владислава Беляева. Готовили этот спектакль к 75-летию Победы, которое должно было состояться празднование в том году, 9 мая. Вот к тому дню и должна была состояться премьера этого спектакля. А состоялась только через год. После долгого такого периода пандемии, когда не было у нас зрителя, а сейчас зритель приходит, и мы их встречаем новыми премьерами, для нас это вдвойне, втройне радостно. Ты послушай. И вот когда уже совсем отчаялись люди, услышали они вдалеке голос волка. О чем поет орнамент? Это вторая постановка Башкирского государственного театра «Кукол» в 2020 году, созданная на средства программы «Театры детям» федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Пьесу уфимского драматурга Владимира Аношкина воплотил на сцене руководитель театра Альберт Имамуддинов. Паузу сделаем, спасибо, молодцы. Небольшой перерывчик, хорошо, и вернемся к этому куску. Альберт, самый такой сокровенный час творчества, сакральный момент ваш. Мы вмешаемся чуток в вашу работу. Об этом спектакле малость уже интересно, интригует. Очень интересная, на мой взгляд, для меня как режиссера, это большая работа. Мы здесь попытались скомпилировать
известные сюжеты башкирских сказок, легенд, преданий, в том числе и обрядовые моменты. Очень много народных песен. Также есть и авторские песни. Здесь осваиваем народные инструменты, и артисты у нас репетируют с композитором, с музыкантами игру на живых инструментах, в том числе здесь кубыс, окарины, свистульки, пимак. Вот мы для себя открыли это индийская флейта любви. Почему она появилась? Потому что с композитором решили, что в принципе все народные инструменты, которые так или иначе известны, они вполне могли быть у всех народов. Здесь оно органично ложится у нас. Вот сейчас мы слышим также у нас бубен. Специально мы заказали для этого спектакля шаманский бубен. Очень приличный, очень... самому композитору даже понравилось. Очень много новых кубызов. Вот, допустим, для себя открыли тоже басовый кубыз, которого еще практически, говорят, даже в Башкортостане, может быть, 1-2 всего лишь, может быть, этих кубызов. Очень много оригинальных инструментов. Все еще мы этот комплект дорабатываем, добираем. Здесь очень богатая хореографическая составляющая. Спектакль пластический. Я вообще сторонник уже того, что театр кукол в чистом виде, он уже изжил свое традиционное существование, когда мы можем за ширмой сыграть сложные какие-то вещи и удержать внимание зрителей. Я уже давно отхожу и пытаюсь искать синтез живого плана, синтез масок, кукол разных систем, в том числе и видеопроекции. Вот в данном спектакле у нас также, надо сказать, что видеопроектор у нас также в рамках проекта «Культура малой Родины» приобретен новый абсолютно. Есть киноэкран. Практически все, что мы приобретали до сих пор, оно все так или иначе в этом спектакле работает. И с каждым спектаклем все больше и больше мы раскрываем технические возможности, конечно же, которые нам помогают более интереснее раскрыть тот материал, над которым мы работаем. Сегодняшний театр кукол, современный театр кукол, он очень синтетический. Здесь нету таких явных границ театра кукол, драмы. Если все это органично, если все это художественно оправдано, все имеет место быть. Старинные башкирские легенды, сотворение мира, на чем земля держится, два сердца, мешок с хитростями, кунгар-буа легли в основу философского повествования, связующим звеном которого становится орнамент. Воплотить действо на сцене, сблизить, сроднить историю предшествующих поколений, древность и современность помогли творческие изыскания художников Анисы Туманшиной, Урала Махиянова, а также хореография Рустама Имамова и музыка композитора Урала Идельбаева. Аудасы яваманым сау болып күнде қартым. Той күтәбінде, той күтә! Елді ел! Ерранон! Қара урмана сау дәбін ауыл сірлі хұқмақ, урман үнхүн, яул йоқлай, яул ғуйлана хымақ! Ақандар туылсай қала біші бүлгірен арыш, кем ұрыр, кем кәмен қойыр, ей арыш, башын қарыш! Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима. Еще один театральный коллектив, получающий грантовую поддержку по программе «Театры детям». Так, с 2017 по 2020 годы при поддержке партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» на сцене молодежного театра поставили 7 спектаклей. «Щелкунчик» по Гофману, режиссер Зиннур Сулейманов. «Любовь и ненависть» Зайнаб Биишевой поставил Рустем Хакимов. 2 постановки Мусалима Кульбаева. Это «Алые паруса» по Александру Грину и «Долгое-долгое детство» по Мустаю Кариму. Режиссер Ольга Мусина поставила «Я кулак, я Анна». «Белое чудо» Акмёкжизе, режиссер Борис Манжиев, а также «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Постановку осуществил Айрат Абушахманов. Эдвард, я буду очень по тебе скучать. Эдвард, я очень тебя люблю. Всего хорошего! Вот так! Я сидел целыми днями в столовой и смотрел в окно на Египетскую улицу. Из всех времен года я больше всего любил зиму.
почему? Рано вечерело, и в темном окне можно было видеть, что? Собственное отражение. В 2020 году только на создание, в том числе техническое оснащение и показ спектаклей «Акнох-Жизя. Белое чудо» по мотивам рассказов Мустая Карима и «Удивительные приключения кролика Эдварда» по пьесе Ди Камилло Кейт ушло, включая республиканские и федеральные бюджеты, 6 миллионов 521 тысяча рублей. А всего с 2017 по 2020 годы за время реализации в Башкортостане федерального проекта «Культура малой Родины» Молодежный театр республики получил грант на сумму 29 миллионов 588 тысяч 461 рубль. 7 спектаклей. Да, со стороны всего лишь 7 спектаклей, но вам, труженикам театра, служителям сцены, виднее больше, что такое грантовая поддержка и что значит культура малой Родины для вас, режиссера, и для ваших подопечных актеров, и для всех, кто приходит в этот театр. Грантовая поддержка партийного проекта «Единой России. Культура малой Родины» – это огромное, очень важное, очень серьезное дело. Проект специально рассчитан на театры для детей и молодежи, как мы, в частности. И за это время мы поставили 7 спектаклей. Ну, во-первых, 7 спектаклей – это совсем немало. За 4 года некоторые театры вообще ставят 7 спектаклей. А у нас только грантовых 7 спектаклей. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь еще спектаклю рознь, поскольку этот проект позволяет нам привлекать специалистов со стороны. Не потому, что у нас плохие, а потому, что это всегда позволяет ощутить какое-то новое дыхание, новые идеи, новые направления, новая режиссура. Мы приглашаем режиссеров-постановщиков благодаря этому гранту, благодаря этой грантовой политике, я бы даже сказал. Мы приглашаем постановочную группу, мы приглашаем композиторов, художников из Москвы и Санкт-Петербурга, режиссеров. И это бесконечно интересно самим артистам, участникам спектаклей, потому что всегда интересен новый взгляд на проблемы, всегда интересно новые встречи, какие-то новые творческие идеи, предложения, открытия. Но помимо этого я не сомневаюсь в том, что это еще и очень интересно публике. Но одно перечисление спектаклей, которые мы сделали в рамках этого проекта, мне кажется, должно произвести серьезное впечатление, потому что начали мы сотрудничество в 2017 году со спектакля «Щелкунчик», и после этого были осуществлены такие спектакли, как «Любовь и ненависть» по пьесе Зейнаб Бейшевой, такие спектакли, как «Долгое-долгое детство» по бессмертному произведению Мустая Карима с приглашением замечательного, теперь уже московского художника Эдуарда Гизатуллина. Был поставлен спектакль, которого премьера состоялась совсем недавно, «Удивительное путешествие кролика Эдварда» в постановке Айрата Абушахманова, художественного руководителя Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафурии, тоже с постановочной группой, приглашенной из Москвы и Санкт-Петербурга. И много-много-много слов можно сказать по поводу творческой составляющей этого проекта. Понятно, что артистам интересно, но важно ведь еще, чтобы было интересно зрителю. Это кролик. Да, мэм. Откуда он здесь? Это все вороны. Он что, не настоящий? Да, мэм. Что я всегда говорю? Вы всегда говорите, терпение и труд все перед... Я всегда говорю, что всему найдется применение. В хозяйстве все пригодится. Но тут есть еще один нюанс. Дело в том, что проект на месте не стоит, он развивается, он прислушивается к просьбам и пожеланиям коллективов. Помимо постановки спектакля, помимо приглашенной постановочной группы, мы приобрели очень хорошего качества свет, много необходимого по звуку, кинопроектор высокого качества и очень дорогой, разные вещи, которые связаны со спецэффектами, ну, условно говоря, генератор тумана. На взгляд непосвященного человека может показаться, чем же он отличается от простой дым-машины, но на самом деле разница огромна. И в этом смысле материально-техническая база театра тоже была просто колоссально улучшена, усовершенствована. Но и это еще не все. В рамках этого проекта Молодежный театр приобрел комфортабельный
автобус Mercedes Sprinter, в котором у нас была огромная необходимость. Приобрели небольшой грузовичок «Газель Next», который тоже выполняет те же самые функции и был крайне необходим театру. Мальчик, ты меня слышишь? Мальчик. Пойми, нам нужны теперь большевики-специалисты по металлу, по текстилю, по топливу, по химии, по сельскому хозяйству, бухгалтерии и так далее, и так далее. Нам нужны теперь целые группы, сотни тысяч новых кадров. Без этого и нечего говорить о нашей страны. Без этого и нечего говорить о том, что мы сумеем догнать и перегнать передовые капиталистические страны. 2020 год был специфичный не только для актеров, но и для зрителя. Но так или иначе премьеры состоялись, пусть и в закрытом виде. Для вас это приятная работа, ну, конечно же, если еще любимый автор. Да, это так. Мы всегда с особым волнением работаем над произведениями Мустая Карима, над его пьесами. Мы на этот раз взялись за его маленький рассказик, который написан всего лишь в 4 страничках. И «Белое чудо» называется. И нам самим было очень интересно, что из этого получится. Но режиссер, приглашенный Борис Наминович Манджиев, со своим сценаристом сочинил очень такую глобальную, я бы даже сказал, пьесу, который получился не просто про судьбу коня, а про судьбу Советского Союза в целом. Там много чего можно увидеть в этом материале. По маленькому рассказу нашего Мустая Карима. Спектакль «Белое чудо» Акмекжизе по мотивам рассказов Мустая Карима «Белое чудо» или «Белогривый конь» и «Ашкадар» на уфимской сцене воплотил приглашенный режиссер, давний друг башкирских театралов Борис Манджиев из Калмыкии. Именно в Акмекжизе артисты-молодежки опробировали и новый проектор с объективом, и вокальную радиосистему. Также в рамках проекта «Культура малой Родины» были приобретены звуковое оборудование, в том числе микшерный пульт, радиосистема, головная с гарнитурой и комплектующие к ним и многое другое. Какие в последние годы произошли изменения в техническом плане, которые улучшили качество спектакля и сделали их современными? Нам особо заметно было то, когда нас поменяли в целом весь зал, кресла имеется в виду. Поскольку это нам заметно, потому что приостановили работу. И техническая часть, и музыкальная аппаратура обновилась, и какие-то машины технические появились. Это очень даже помогает восприятию спектакля еще в лучшем качестве. Это, конечно, всегда приятно самим актерам, а в первую очередь зрителям. Ну и благодаря этому проекту, конечно, у театра появилась приятная возможность сотрудничества с выдающимися режиссерами современности. И этот союз многолетний, он и продолжается. Да. Вот конкретно в «Белом чуде» у нас Борис Наминович Манджиев человек другой культуры, другой религии, другого языка, даже не тюркоязычный. Что общее у нас? Он калмык, мы башкиры, а общее у нас оказался действительно конь. Потому что и они на коне родились, и всю жизнь на коне. И мы башкиры такие же. И вот эта любовь к коню, как к символу народа, и у них, и у нас получилось одинаковым. Башқарысын айта алмаймын. Мына мен білем. Мен түш көремдір ол. Бұл түш күнелерім, мен түш күнем көремдір ол. Мен бәлекей болғам да, аттар күшіп. Что интересно в театре, да, ты не знаешь конечный результат. Примерно знаешь что, но в конечном итоге получается что-то намного интереснее, так скажем, что ежели в начале репетиции. Этот образ, да, он создавался не только мной, да, и вместе и с Борисом Наминовичем Манджиевым, да, режиссером этого спектакля, и со всеми моими коллегами, а все вместе плодотворно сопутствовали этому, так скажем, и тому, чтобы получился этот такой хороший спектакль. Хорошему
Восприятию спектакля зрительскому помогает в то же время звуковое оборудование, какие-то микрофоны, спецэффекты. Как это на вас отразилось в целом на вашем спектакле? Есть у нас очень много частей, кто постановочная часть, звукооператоры, еще очень много, которые способствуют тому, чтобы получился на самом деле очень хороший спектакль. Оборудование, звуковое оборудование. Это очень качественно должно звучать. То есть зритель все равно приходит слушать. Сейчас все, конечно, обновилось. Это только плюс нашему зрителю и нам тоже, потому что есть спектакли, где мы поем, поэтому звучание очень хорошо должно быть. Есть спектакли, где видеопроекции у нас появляются, и у нас эти видеопроекторы новые есть. Мы их используем в спектаклях, и зрители довольны, сами актеры довольны тем, что появляются новые технологии. Театр не стоит на месте, и поэтому все для зрителей все делается только к лучшему. Очень рада с вами познакомиться. В общем, подводя некоторый итог, можно сказать, что проект работает, проект делает свое дело. Он очень реально, ощутимо помогает театральным коллективам, усовершенствует материально-техническую базу, усовершенствует даже бытовые обстоятельства жизни коллектива внутри театра. И здесь, конечно, хочется выразить слова огромной благодарности всем инициаторам, организаторам этого проекта, кто его придумал, кто его осуществляет до сегодняшнего дня. Сказать им большое спасибо от нас, от всех. Ну и пожелать этому проекту долгой-долгой жизни, потому что мы, честно говоря, очень надеемся продолжать сотрудничать в этом проекте, создавать новые художественные произведения высокого, я надеюсь, художественного уровня. И все надеемся, что проект будет жить. «Старик из деревни Эльдермеш» Туфана Миннуллина. Премьера 2019 года – это постановка Туймазинского татарского театра. Еще другую тоже громкую премьеру, но уже 2020 года, туймазинцы обещали привезти тоже в Уфу. Это «Водевиль Башмагын». Но об этом в нашей следующей программе, посвященной уже театрам малых городов. До встречи!